Вітаю! Мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І продовжуємо його з Георгієм Шеварднадзе, співробітником Національної поліції України і внучатим племінником колишнього президента Грузії Едуарда Шеварднадзе. Доброго вечора, Георгію. Добрий вечір. І сьогодні ми будемо говорити про актуальні події, які відбуваються в Україні, і будемо говорити про Міхаїла Саакашвілі, так? Михайла Саакашвілі, як тут вже прийнято його говорити. Ви в Україну приїхали у 2004 році, все правильно я зрозумів? Тобто відразу після так званої революції троянд грузинської? Да. Но я до этого жил в Швейцарии. То есть я не, смотрите, я в двух словах расскажу. То есть я жил в Швейцарии, я в Грузии жил очень мало. Вот, и я уже приехал из Швейцарии сюда. Тобто грузинську реальність ви добре знаєте за цей період? Я ездил туда, да, конечно. То есть я постоянно несколько раз в году туда приезжал. Якщо ми говоримо про Міхаїла Саакашвілі, як ви його можете на загал охарактеризувати як людину? Так ви слідкуєте за цими всіма подіями, які відбуваються в Україні? Ну, вы понимаете, хорошего, я просто, знаете, слава богу, могу себе позволить говорить открыто, но хорошего вряд ли о нем что-то скажу. Да, как я всегда и говорю, были реформы, были сделаны дороги какие-то, то есть было что-то построено, но, опять же, всегда встает вопрос, какой ценой это было сделано. То есть, понимаете, я считаю, что та цена, которую пришлось заплатить, я бы сказал, многим грузинам, не только тем, кто был у власти или не был, даже просто обычным людям, это слишком дорого для реформ. Если бы это было сделано все без этого, то, конечно же, ничего кроме хорошего я бы не мог сказать. Но, к сожалению, вышло чуть-чуть по-другому. Що ви маєте на увазі? Вот смотрите, тот фасад реформ, который был, ведь поймите, то, что происходило в Грузии, вот то, что я сейчас публикую на сайте, на Фейсбуке, это те реальные видео, те же разгон демонстраций, тоже избиение, тоже вымогательство, вот даже те платежки, что я публиковал. То есть там бизнесмены, знаете, опять же, он сделал уникальную систему. Обычно как? Или ты работаешь честно, платишь налоги, у тебя нет проблем, либо чего греха таить, многие, вы же понимаете, работают, их как бы не трогают. А там нужно было работать абсолютно в честную, потому что у нас там сеть супермаркетов, то есть там вплоть до жвачки все было под контролем. И в то же время еще платить поборы в какие-то, знаете, малопонятные фонды. То есть это я вам лично говорю, как было с моим, и я не один человек, потому что когда я начал говорить, выступать из Грузии, здесь уже не по поводу меня, там, то, что мы платили, моя семья как-то притеснялась. Здесь многие другие люди, которые тоже пострадали, они выходили на меня, особенно вот последнее время, и благодарят за то, что как бы я приоткрыл, как бы это, может быть, пафосно не звучало, вот другую историю вот его демократии и его реформ. Дивіться, коли ми говоримо про реформи, так, то нам потрібно оперувати цифрами. Так? Реформи були зроблені. Давайте скажемо це, що було зроблено. За майже 10 років управління Грузією ВВП Грузії зріс у 4 рази. Так? Грузія піднялася зі 127-го місця по легкості ведення бізнесу на 9-те місце в світі. Так? Це просто шалений прорив. Грузія була на першому місці по веденню реформ 5-6 років поспіль. Це дані Світового банку. Так? За час його президентства ВВП Грузії в доларах зріс в 4 рази, так? З 2003 по 2013 рік. Тобто ми говоримо про макроекономічний рівень. Тобто ці всі позитиви ви визнаєте, так? Можно? Я сейчас, да, смотрите, да. Там просто забыли указать небольшой процент, как бы, если продолжать уже рейтинг и показатели, что там почти даже больше 10% населения Грузии в тюрьмах отсидел. Вот они вот это забывают ставить рейтинг. А если брать насчет роста, ну, поймите, в 1937 году, в 1936 тоже в СССР шла экономическая ситуация лучше, но опять какой же ценой? Ну, давайте тут не будемо порівнювати, там, наприклад, з СРСР, тому що Україна зараз в рейтингу Doing Business, вона знаходиться десь на 80-му місці, так, між 80-м і 90-м. Ми ледве ліземо, там 1-2 пункти набираємо, так, а 127-го на 9-й, це ж реально великий прорив. Тобто Doing Business ніхто не піддає сумніву, це хороший рейтинг. Это да, но вы поймите, что сделал Миша вот по поводу коррупции. У нас коррупция ассоциируется на бытовом уровне, согласны со мной? Куда-то пойти, что он это убрал. Он сделал, что я считаю, намного хуже, элитарную коррупцию. То есть там, понятно, они платили зарплаты какие-то, может быть, там более-менее нормальные, больше, чем были раньше. Но несколько человек, его самые близкие, контролировали все там. То есть пусть тогда называет своими именами, что это была диктатура, которая, ну пусть он тогда, уж поверьте мне, точно не демократ. Пусть тогда признает, что он был диктатором и навел порядок. Он же не говорит этого. Он же говорит, что это было все мягко, безболезненно сделано.
Але порядок був наведений. Ви Смотрите, слово «порядок», оно разное. Это когда на улицах что-то происходит, или когда, поймите, там были тотальные репрессии. То есть я за все... Дивіться, давайте повернемося тоді до питання 10%, які перебували в в'язниці, так, у Грузії. В Україні знають про те, що Михайло Саакашвілі у Грузії зупинив кримінал, так? Да. Коли ми говоримо про так званих злодіїв в законі, найвищий відсоток – це грузини, так? Да, да. Ми говоримо там про Азербайджан, ми говоримо про Україну, Росію, Грузію, найвищий відсоток – це є грузини, Да. так? Ви погоджуєтеся з тим твердженням, це я також роблю як і запитання, що він зупинив кримінал, тобто істеблішмент кримінального світу у Грузії. І серед тих 10% це було багато злодіїв в законі. Вы понимаете, я не соглашусь, там не было такого процента воров, потому что из-за того, что он начал делать... Але він воры- видворив їх з країни. Да, ну многие сюда приехали, но дело в том, что, поймите, цели, опять же, вот есть ситуация, что они сделали, они позабирали, просто это больше, да, понятно, это нужно было, народ должен был увидеть, что идет борьба с бандитизмом, но процентов 90 их бизнеса он и его команда забрали себе. То есть вот, понимаете, я вам объясню, есть определенная грань между диктатурой и демократией, и они, опять же, были сделаны. Ну, понятно, что преступность была очень понижен уровень, другие вещи. Но опять же, какой ценой ты это делаешь? Вот в чем дело. Вы понимаете, это всегда вот та грань, может быть, она невидимая, но которая очень быстро меняет, переходит от благого дела на преступление. Вот в чем вся загвоздка. Дивіться, ви прийшли, я з того, що зрозумів, тобто ви негативно ставитеся до Михайла Саакашвілі. Очень. Так, дивіться, тоді в мене виникає питання. Да. Ви прийшли до Національної поліції у 2014 році, так? Наскільки мені відомо, що вас в Національну поліцію... В МВД, извиняюсь, Министерство внутренних дел. Міністерство внутрішніх справ, але наскільки мені відомо, вас привів Георгій Грігалашвілі. Неправильно? Абсолютно. Неправильно? Меня коллеги мои смотрят, не. Не? Абсолютно, я никогда его не видел даже. Нет, я никогда его не видел. Я с ним Хто вас тоді привів? У меня было чуть другое. Я просто создавал новый департамент. Это была госслужба. Вот. Тому що він був безпосередньо керівником підрозділу, де ви зараз працюєте, Я сейчас структури. с марта там работаю. Я просто перевелся в полицию. Вот. Нет, я никакого отношения грузины не имели к моему туда переходу. Вот просто я же говорю, вот сейчас как раз, когда Хатя ушла, все, я перешел в полицию. И я очень доволен, потому что у меня очень попался такой коллектив, знаете, молодой, и там учишься, потому что когда ты начинаешь это делать после 30, это очень, знаете, тяжелее все усваивается. Но на самом деле мне интересно, не просто, но очень интересно, и я рад, что у меня, знаете, вот такой коллектив попался. Тобто ви в якому ребят. році прийшли? Вже тепер, після того, як пішла Хатія Деканоїдзе, так? Да. Но я работал в МВД, это просто, это долго объяснять. Тобто ви не в структурі Нацполіції працювали, ви працювали в В МВС. министерстве, да, на державной службе, а потом вот перевелся в Нацполицию. Для чого вам служба в Міністерстві внутрішніх справ України? Ну, то есть, где я сейчас. Ви людина не бідна. Да. Тобто я переглядав вашу декларацію, Да. ви оперуєте дуже великими готівковими коштами. Погодьтеся на фото. Є і більше. Я озвучу, так, щоб наші телеглядачі зрозуміли. Це 350 тисяч євро, це 150 тисяч доларів, так, це кілька мільйонів гривень, це дорогі машини Lexus, Land Rover і так далі. Для чого вам, багатій людині, служба в Міністерстві внутрішніх справ України? Объясню для чего. Говорю честно, открыто. Многие задают вопросы, спасибо, что его задали, потому что потом будет проще понимать. Поймите, прежде всего, я всю жизнь хотел... Фамилия – это очень хорошо, это классно. Она открывает многие двери, но никто же не хочет видеть обратную сторону медали. Во-первых, сколько бы тебе лет не было, тебя постоянно сравнивают с дядей. Тебя постоянно... От тебя ждут большего. С такой фамилией ты не имеешь права на ошибку. Например, когда ты куда-то приходишь в новый коллектив или где-то к тебе, не знаю, тебе приходится всегда показывать, что ты не Шеварднадзе Георгий, а Георгий Шеварднадзе. Вот. Это прежде всего. Потом мне всегда именно нравилась милиция, потому что еще при советские времена так получилось, что дядя имел отношение, он был министром МВД Грузии. Вот. И потом очень многие тоже мы общались, и мне это нравится. Вот. Третье. Понимаете, я понимаю, что нельзя навести, там, может быть, там, поймать всех преступников, всех воров, но хотя бы, когда ты поймал одного-двоих, и ты понимаешь, что благодаря этому какое-то ты предотвратил какое-то преступление, это не может не радовать, и это приятно, потому что вот такими маленькими шагами, хотя
Когда я начал там работать, я увидел, насколько тяжела и, знаете, кропотливо, и очень непросто работать в полиции. Это кажется, знаете, вот я смотрю, например, опять же, я всегда выступаю как частное лицо, я никогда, то есть это личное мое мнение, ни в коем случае ни с нас, полиции, ни с МВД прошу не ассоциировать. Но это, знаете, вот вроде кажется, взяли преступника, да, поймали и все. А когда ты видишь, сколько бессонных часов, сколько времени, например, там мое начальство фактически живет на работе. Увидев это, я и хотел это увидеть. Я вот почему я там работаю, потому что я считаю, что ты можешь что-то поменять, что-то предотвратить. И опять же, тот преступник, благодаря тебе, твоим близким, которого ты поймал, который понес заслуженное наказание, это уже какой-то плюс прежде всего себе и обществу. От ви сказали, що в принципі от реформи вони були зроблені в Грузії високою ціною. Тобто реформи були проведені, Грузія змінила своє обличчя? Внешне, да. Внутрішньо ні, так? Если брать по экономическим, может быть, да. А изнутри, знаете, как фасад красивый, а внутри чуть по-другому. Я же еще раз говорю, я ни в коем случае не отрицаю, потому что я считаю, если ты мужчина, ты всегда должен признать вещи, которые сделал человек, который даже тебе не нравится. Еще раз говорю. Он сделал какие-то вещи, но слишком была, как по мне, дорога цена. Потому что когда я начал смотреть, общаться, когда мне начали присылать люди разные материалы, которые я постепенно буду публиковать на сайте, я увидел, насколько это было. Сколько боли, страданий. Опять же, понимаете, когда... Вот почему вот с этими же платежками такой ажиотаж начался. Опять же из-за фамилий. Мы же не одни. Таких были сотни людей. Якими платежками? Мы платили $200 000 в месяц Саакашвили, просто вот чтобы... Ми – це хто? Ну, отец мой. Угу. Да. Я бачу, ви цю заяву зробили, просто поясніть, щоб наші телеглядачі розуміли. Вот, то есть, понимаете, хорошо. Там, Ваш батько платив Саакашвілі за що? на их фонды, ну просто, что в тюрьме не сидеть. Я понимаю, что вот эти Відкупниці називають в Україні, да, так? Да, еще раз. Доларів, так? 200 тисяч доларів да, кожного да, місяця? они все есть, да, там определенные там, несколько лет подряд. То есть фактически они то наличными требовали. Вот многие его, знаете, на Фейсбуке я написал там столько, конечно, гадостей, но я стараюсь всегда отвечать каждому. Хотя мне жена говорит, знаешь, зачем ты это делаешь? То есть я вот так вот, я стараюсь всегда ответить. Хорошо, вот мы начинали платить с 2003 или 2004 года, сразу как он пришел к власти. Вопросов нет. Забрали, к примеру, как они хотели все. За что мы платили? Мы в 2008 году, отец купил им 50 Тойот машин. То есть мы же не имели доступа к бюджетным Ім деньгам. це кому? Команді Михайла Его, Саакашвілі? конечно, так? вот этому фонду. А як це видите, виглядало? Ви сказали, що отець купив 50 машин Toyota. Все документы на сайте Як есть. ця пропозиція Они виглядала? пришли к нему, вот, знаете, по звонку, говорит, завтра должно быть 50 машин. А чим батько займався? У него бизнес, то есть, мы номер один сеть, по супермаркеты, он первый построил, это в Грузии, вот. И они, нельзя было не платить, понимаете, я хочу после Нового года, может, в феврале, там, марте поехать в Грузию, я соберу, хотите, может, кто-то из ваших журналистов поехать. Просто с простыми людьми, и вот особенно хотелось бы поехать в село, потому что он всем рассказывает, какие там были прекрасные реформы. А вот далеко, к сожалению, не так все было радужно, как он рассказывал. Не все так радужно. Однак у 2016 році політична партія Михайла Саакашвілі отримала 27% підтримки виборців. Она меньше гораздо, я просто не люблю оперировать цифрами, когда я их знаю. Я, честно говоря, не следил, но по большому счету они проиграли. Потому что Саакашвили же заявлял, что его вот там у него столько... Вони програли у відсотках, але ви самі розумієте, наприклад, коли ми говоримо про українську реальність, наскільки мені відомо, Радикальна партія Ляшка, вона планувала отримати набагато більший відсоток і набагато більше отримати депутатських мандатів. Однак вони підтримку населення отримали меншу, так? І, наприклад, завели понад 20 депутатів. Однак 27% – це висока підтримка, погодьтеся. Понимаете, 27%, да, но опять же, я, кстати, приеду домой сегодня, посмотрю, мне самому интересно. Я вам чесно скажу, це перевірені дані, так? Тому що це перевірені дані, тому що я вам скажу як. Сам Михайло Саакашвілі, він заявляв про 30%, так? Близько 23%. Я спеціально перевіряв, це 27%, і наші сайти також факт-чекінгові дають цю суму. Да. Це число. Вопросов нет, но, во-первых, все равно он всегда же говорил, что у него почти 100% підтримка, як кажуть. Это же было, это не так. Потом, если его так любят, почему же есть у него... То есть, смотрите, в Грузии на данный момент более 3 миллионов населения. 27% это у нас сколько выходит? Я просто не так хорош в математике. 30%? Ну да, 30%, якщо з 3 мільйонів, це близько мільйона, трохи менше, так? 800 тисяч, 900. Почему он не пошел грузинскую границу прорывать? Он же мог, эти же миллион людей мог подойти к нему.
щоб Ну, його взяв, так? Конечно, чтобы его провести. Це риторичне запитання, однак прокурор Грузії, здається, зараз Натія Сунгалашвілі, вона в серпні 2017 року зробила заяву, відповідно, що прокуратура Грузії подала на Саакашвілі в міжнародний розшук. Так? Да. Однак тут, для розуміння, є, Інтерпол не прийняв ці документи. От в чому є проблема. Тобто він може вільно рухатися, вона подавала його в міжнародний розшук. Он можете пояснити це в Грузії? Ну, тобто Міхаїл Саакашвілі, він сам пояснює, що в нього багато є ворогів залишилося, і теперішній очільник Грузії Бідзіна Іванішвілі, він фактично є ставленником Кремля. Він часто це заявляє, так? Ну, понимаете, заявлять можно что угодно. Иванишвили, он, во-первых, он всегда был очень таким закрытым человеком, он жил, никого не трогал, и скорее всего, Саакашвили просто хотел больше из него денег вытрясти, хотя он и платил тоже, и помогал, он очень много хорошего сделал и для реформ. Для чего он его просто вынудил? Потому что, понимаете, Саакашвили уже на тот момент ощутил вот такое вот, знаете, всевластие. Страна очень маленькая. Оппозиционеров нет, кто-то умер, кто-то что-то, разные вещи с ними послучались. Вот. И он там себе царствовал, и, скорее всего, он уже решил, я еще раз говорю, я не знаком с Иванишвили, но, опять же, я не живу в Грузии, я не гражданин Грузии. Я к нему очень хорошо отношусь, и многие люди, понимаете, сейчас, вот опять же, вы можете спросить любого человека, прекратились вот как только Иванишвили, ну, Саакашвили проиграл выборы, и на самом деле Иванишвили это, за что еще его больше зауважал, это первый раз, ну, не первый, но один из немногих разов, когда человек говорит, что он станет премьером, и потом он уходит. Он ушел, вы же знаете это. Он не остался на посаде. Он побыл премьер-министром и ушел, потому что он сказал, у меня есть определенные вещи, которые я должен сделать. Дал слово и ушел. Но разве такой поступок не может не заслуживать уважения? У мене запитання наступне. Так, ви кілька разів вжили щодо Михайла Саакашвілі слово диктатор, так? Тобто ви чітко визнаєте, що він диктатор. Тоді в мене постає запитання, як диктатор після чесно програних виборів чесно віддав владу? У него выбора не было. Поверьте мне, и у него выбора не было. Это, я думаю, он же к вам, наверное, приходит и придет, еще у него лучше спросите. Он понимал, что людей достало. Вот эти вот разгоны демонстраций, как они были. Потому что, когда я смотрю, думаю, увидели же эти факты. Так. Когда он Ми вчора їх, до речі, показували. навіть. Да, вот. И поэтому он просто понимал, он думал, может, что он вернется, может быть, ему что-то там его друзья пообещали. Я не знаю, это лучше у него спросить. Но тогда, если бы он не ушел, я думаю, все бы закончилось бы плачевно для него. Вот. И все. А то, что его соратники, которым он обещал, что он им поможет, ну, они сидят до сих пор, то ну, это как бы его лично вы можете у него спросить, когда сами увидите. Як ви ставитеся? Так, ви є родич одного з високопоставлених колишніх політиків Грузії. Як ви взагалі ставитеся до часів, коли Грузію очолював Едуард Шеварднадзе? Прекрасно. Ну, как я могу относиться? Когда он был президентом? Шеварднадзе Эдуард. Да. Нормально, ну хорошо, как я могу? Это же мой дядя. Тобто ви на 129-му місці, коли в рейтингу Doing Business була Вы Грузія, говорите тоді... про страну? Да, про страну. Я не понял просто ваш Да, вопрос. про страну. Ні, я не говорю, як ви відноситеся Смотрите, до... он просто уже был в возрасте. Понимаете, Саакашвили, почему он не вспомнит одну вещь, это еще был СССР, и как раз еще, по-моему, то ли при Брежневу или после Брежнева, при Горбачеве началась борьба с коррупцией. И когда он возглавлял республику, было заседание, это есть тоже в интернете где-то, когда он попросил всех, ну, все руководство, кто был его там коллеги, показать часы. И все, знаете, раньше же Сейко не было, это редкий был. И все, у кого были иностранные часы, их или уволили, или что. На самом деле просто он начал пользоваться тем, Миша, что Эдуард Амбросич уже старый был. Он, наверное, не мог все, ну, всем заниматься. А Саакашвили такой амбициозный, молодой. Он был рядом. Знаете, когда он говорит, что вот команда Шеварднадзе плохие взяточники, он же сам был в команде его. Поэтому он его и вырастил, мой дядя. А вы же знаете, что он даже назвал своего сына Эдуард. Я это говорил как-то, это абсолютно нетипичное имя для грузина. Он очень прекрасно знал и воспользовался, и предал моего дядю. Вот понятно, что, еще раз я вам говорю, при Саакашвили были сделаны какие-то хорошие реформы, я этого не отрицаю. Но опять же, я все-таки демократ. Может быть, если он, ну, считает такую демократию, тогда, наверное, это была бы диктатура демократии, скорее всего. Но опять же, это сугубо моє мнение. От ви довгий час знаходитеся в Україні, так? Да. Ви дуже, тобто ви, скоріш за все, були свідком і
так званої помаранчевої революції, Конечно, так, коли конечно, ви були в Україні, так, ви були свідком Євромайдану. Українське суспільство зараз вийшло, ну просто українське суспільство, воно кричить і заявляє, що з корупцією потрібно боротися. Так, ви з цим погоджуєтеся? Конечно, однозначно. В Грузії часто говорять тут в Україні, що Міхаїл Саакашвілі, він став цим тараном, який проламав. В Україні цього вже не стається на протязі 25 років. Ви погоджуєтеся, так? Люди хочуть зміни системи. Поймите, а что он проломал, что он поменял? Одесситы так не считают. Ну, что я... Ну, Одеса – це загальна така думка, так? Коли Да. він був очільником. Так? Конечно. І часто знаходять цьому пояснення, що, мовляв, ну, Михайлу було не цікаво залишатися в Одесі. Ну, подождите, зачем, как это, ну, подождите, как это неинтересно? Ну, это же не игрушки какие-то, он возглавлял область целую. Это опять чьи-то судьбы, рабочие места, то есть, ну, как это неинтересно? Зачем он шел туда априори? Он ничего там не сделал хорошего, опять же, ну, это одесситы лучше скажут. Вот с кем я общался, ну, что вот конкретно можно сказать, что он сделал? Ну, даже вы, я думаю, вряд ли что-то перечислите. Я особисто. Ну, да, я думаю, что так, ну, как бы особенно, ну, вот что-то такое, вот что? Что он в Одессе сделал? Я не знаю. Одесситы тоже, я вам еще раз говорю, опять же, всегда есть определенный... Нет, поймите, вот почему я люблю этот знак инь-янь. Во всем черном есть что-то белое, во всем нет абсолютного. Но еще раз говорю, основная масса, его, насколько я знаю, там не поддерживает. Вот. И поверьте, он тоже там навел достаточно хаоса. На вашу думку, чи зможе змінити Михайло Саакашвілі Україну? Так як він, принаймні, змінив Грузію? Понимаете, это, знаете, есть у меня товарищ один мой, старший товарищ, генерал, всегда говорит, вопрос не по зарплате. Я не знаю, что он здесь хочет сделать, то есть я ему не верю, я это еще раз говорю, опять же, у нас, так вот, он всегда насчет диктатуры, вот он кричит, что здесь всегда диктатура в Украине, что президент, все там такое, ну, постоянно же, что суд он полностью контролирует. Я вам честно скажу, когда его отпустили Саакашвили, я расстроился. Ну, Ви особисто, так? ну, конечно, я еще раз говорю, я привык так, слава богу, себе могу позволить говорить то, что я расстроился, я думал, что его посадят. Но, с другой стороны, это хорошо, что это было приятно видеть, что нет у нас демократии, нет у нас диктатуры. Понимаете, у нас демократия. Потому что если бы был Саакашвили президентом, такого бы не было. Вы посмотрите, ну вы согласны? Тобто, якщо б був опонент на місці Саакашвілі, його би закрили, так? Да, конечно, давным-давно. Однозначно. Вот это было доказательство все-таки независимого у нас суд. Понятно, что, может быть, везде есть, сейчас начнется опять школа критики, что я сказал независимый, но, может быть, на каких-то там есть уровнях, это везде есть, даже Ви за розумієте, границей. підхід, от дуже багато ми обговорювали цього тижня на загал про рішення судді Лариси Цокол щодо Михайла Саакашвілі. Кожен висловив свою думку. Хтось сказав, наприклад, що це було незаангажоване рішення. Хтось сказав, що суддя винесла найкраще рішення, думаючи про себе, так? Тому що вона мала, наприклад, досвід Родіона Кірєєва, який судив Юлію Тимошенко. Так, він зараз знаходиться в Росії. Ну, она же, Будь ласка. она же самоотвод не взяла. Но она же, поймите, там много было, ну, я же еще раз говорю, я не судья, я не знаю вот эти все нюансы, но я не знаю, о чем она думала, но я все-таки считаю, опять же, что это, ну, как хорошо, это показало очень многое. А то, что люди, вы знаете, есть определенная часть людей, которые всегда склонны к теориям заговора, которые никогда, что бы ты хорошего для них не делал, они, ну, не оценят. Это везде есть, поймите, есть даже такие, ну, это факт. Я думаю, вы согласны со мной. Есть определенный тип людей. Вот тот же режим безвизовый, да, я думал, ну, не, правда, классно, супер. Я думаю, ну уж его-то точно никто критиковать не будет. И тут пошел шквал критики даже на это. Вот. И Саакашвили... Про що ви говорите безвізовий режим? Что Хто многие, критикував? были определенные, что вот нашлись недовольны, начали говорить, там, что это так. На самом деле, что это Ну, большой були ошибка. деякі народні депутати, які казали, що Україні, скоріш за все, треба забрати безвізовий режим, так, щоб Європа забрала. Це були вислови, такі я з вами погоджуюсь. Кто это, да, но я с этим не согласен, со всем уважением к этим людям. Вот. То есть без виз нашли тоже какие-то изъяны, хотя я считаю, что это огромнейший шаг, и это очень хорошо, что так было. И также по поводу суда, вот отпустили его. То есть, хотя я уверен, все думали, что вот его, все было по закону, это правда. И что, вот, он, я думаю, ничего все равно, опять же, его сторонники какие-то придумали, что, как вы говорили, что чей-то звонок был или что-то. Я вижу это так. Вот, что это просто было решение судьи, и это реально
очень даже перед Западом, перед нашими другими заграничными партнерами, это было очень хорошо, что так было. На вашу думку, чому Захід відмовився оголосити Михайла Саакашвілі у міжнародний розшук? Понимаете, как и в Украине, до того, как начали выходить эти факты, я рад, я понимаю, что я нажил. Знаете, у меня до... Оце, що ви озвучуєте, наприклад, що ваш батько давав гроші, так? Платив фонд Михайла Саакашвілі, я не знаю, як він там називався, $200 000. Развитие силовых структур. Розвиття силових структур. Развитие, да, Це они офіційно развивали. якось проходило? Так, ви сказали так само про Тойоти, які він змушений Да. був купляти. Тобто прийшли до нього і сказали, 45 Тойот мусите купити нам машини. Ці факти є загальновідомими в Грузії? Конечно, так в том-то и дело. Понимаете, я рад, что... Я понимаю, что многим это не нравится. Знаете, я, в принципе, человек не конфликтный. До того, как вот я начал там, про Саакашвили говорить правду, появилась куча там, людей, которые злятся, которые, может, ненавидят меня. Но это правда. Что и в Украине до этого все думали, что вот он такой прекрасный. Я лично рад, что я вложил свою лепту в то, что, опять же, я же не агитирую ни за действующую власть, ни за кого. Я никогда этого не делаю. Я просто говорю, что у меня есть свое мнение, как у человека. Я эти факты, то, что я думаю, выкладываю в общий доступ. Как те же платежки, они есть и на сайте, и на Фейсбуке. Там есть свифты, там есть банки, там все есть. Пусть, пожалуйста, проверяют. Вот. Григорій, в мене питання як журналіста, так? Навіть тут можна сказати особисте. Ви є співробітником Національної поліції України, так? Ви легко прийшли до нас на ефір. Да. Я вам чесно скажу, щоб когось запросити з топових спікерів Міністерства внутрішніх справ, тут в Україні є дуже велика проблема. Ми вже не говоримо про нижчих, так? Чи не маєте ви прямого мандату, наприклад, з боку Міністерства внутрішніх справ ходити і говорити це щодо Михайла Саакашвілі? Тому що є загальновідомий факт, що між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і Михайлом Саакашвілі є достатньо напружені відносини. Ви, напевно, бачили це відео, де там вони перекидуються шклянками води. Да, очень жаль, что Аваков ему в голову не попал. Я вам честно, очень да. От запитання моє. От ви досить легко ходите на ефір і розказуєте про ці всі речі, будучи діючим співробітником поліції. Вот смотрите, опять же, почему я стараюсь, знаете, есть такая пословица, не хотите, чтобы ваши секреты кто-то нашел, не имейте их. Поэтому врать я не хочу, потому что всегда, знаете, как Жеглов говорит, кто-то найдется, кто видел, кто слышал. Я никогда никакого мандата не получал, окей, я это делаю в нерабочее время. Я вам еще раз заявляю, вот все, даже те люди, если они узнают, что я вру, потому что я сейчас говорю как есть, я никогда не виделся ни с министром внутренних дел, ни с кем-либо из высоких посадовцев. Вот. И опять же, большой плюс демократии, то, что я там работаю, но у меня есть своя гражданская позиция. Я это Георгій, делаю я в ще раз вам нерабочее кажу, время. ви Да. легко прийшли і говорите це в прямому ефірі. Коли ми зараз, наприклад, захочемо коментар, там, наприклад, Нацполіції або Конечно. Міністерства внутрішніх справ, і ми дзвонимо до очільника департаменту поліції, комунікації поліції Артема Шевченка, чи очільника, наприклад, Нацполіції, речника Ярослава Тракала, потрібно погодження, запити і 5 і 10. Правильно, Розумієте, про що я потому говорю? Они часто говорят, они представляют Министерство внутренних дел. И здесь я же говорю как частное лицо. И я почему же всегда прошу и многих журналистов перед эфирами, что, пожалуйста, не задавайте мне этих вопросов, потому что я здесь как частное лицо. А так как эти люди говорят, они представляют целую структуру. Конечно, они там все это по-другому. Вот почему. И опять же, у нас есть то же самое вот в министерстве, пожалуйста. При Саакашвили бы в жизни бы не дали такого дела. 30% підтримки його партії в 2016 році. 27%. Ну, близько 30, так? Щоб я був коректним. Михайло Саакашвілі близько місяця чи півтора місяця тому був тут у студії, і я з ним розмовляв. І він сказав, що якщо там в нього, наприклад, теоретично не вийде в Україні, то він буде повертатися в Грузію, наприклад, і там його чекають. Чи чекають його ці 27% чи 30%, близько 30%, які проголосували за його політичну силу? Ну, вы понимаете, я считаю, что единственный вариант узнать это он должен поехать туда. Опять же, пусть он уже научился прыгать через границы. Но насчет крыши, честно, я это уже говорил, просто говорю это в каждом интервью. Знаете, сначала видеть, как он скачет через границу, потом по крышам. Вот. Так пусть он попробует в Грузию поедет также. Если у него там, логика. Сколько пришли его встречать на границу с Польшей народ? Ну, там несколько тысяч было, да? Вот. Кроме меня. Я там был, но я его не встречал. Вот. А ви як хто їздили туди? Ви подивитеся там? Я поехал, да. Да, специально Это было, конечно, я решил, потому что, знаете, я знаю 4 языка.
То есть, У нас 10 секунд. да, я знаю 4 языка, я хотел пообщаться с иностранной прессой и объяснить, рассказать, потому что в Европе тоже вот такой у него имидж, знаете, великого. Пусть люди знают правду. Я еще раз говорю, я не агитирую за кого-то, я выкладываю то, что я думаю, пусть люди смотрят и потом принимают для себя решение после всего. Дякуємо видео, кто. Георгію Шеварнадзе, Спасибо. внучатому племіннику колишнього очільника Грузії Едуарда Шеварнадзе. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже після новин.